Памятную статуэтку премии «Мой ласковый и нужный зверь» хозяин пса Сармата Андрей Мухин передаст в школу села Первомайское Сысольского района. Там уже хранятся шлейка и боевая кепка пса-героя. Скоро ему установят и памятник. О боевом пути, о том, как простой пес стал олицетворением четвероногих воинов, в репортаже Дарьи Вологжаниной. Настоящий герой и негласный талисман военного подразделения. Пес Сармат, как отважный солдат, защищал близких, стойко переносил тяготы службы, всегда был рядом со своим хозяином Андреем Мухиным. Не боялся артобстрелов и разрывов вражеских снарядов. На Сармата я одевал вот этот бронежилет. Тяжелый, да? Ух ты ж, а сколько это? Ну, килограмм 15-то он весит. Вот это вот мой бронежилет. И вот я вам говорил то, что когда был обстрел, я снял с Сармата бронежилет, и вот здесь вот маленькие дырочки. Сразу попали осколочки. Андрей Мухин вместе с Сарматом отправился в зону спецоперации одним из первых, еще в марте прошлого года. Тогда четвероногому солдату не было и 1,5 лет. Маленький и шустрый, он и приборы ночного видения заменял, и всегда предупреждал об артобстреле. Спас не одну жизнь. Голос. Так, голос. Сармат там тоже, когда на позицию вышли, начинает лаять. Ребята, тише, 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 нас же сейчас выпасут. Я говорю, чего тише? Говорю, да они вон там оттуда все видят. Говорю. Вот. А потом, когда они уже поняли, что он лает по делу, говорит, ты говорит, лай. Из второй командировки Сармат не вернулся. До своего 2-летия не дожил буквально 10 дней. Он даже своей смертью он нас всех спас. Потому что когда мы выходили, мы попали в танковую засаду, нас окружали, мы выходили из окружения, попали по танковую засаду. Вот. Погибло очень много ребят. Но ни один человек не погиб, который был с Сарматом на опорном пункте. Ни один. И даже на мой командир роты, когда я к нему сейчас заезжал домой, он туляк, живет под Тулой. Вот. Он говорит, если бы не Сармат, я бы здесь не сидел. Теперь простая немецкая овчарка по кличке Сармат – символ всех четвероногих бойцов и самый ласковый и нужный зверь. Звание народного героя и лохматый Оскар солдат получил посмертно. За нашего героя голосовала вся Россия, свыше 211 тысяч голосов. Я съезжу на конкурс, получу приз, и этот приз я привезу в село Первомайское, в школу, и передам в музей данной школы, где будет установлен памятник. Потому что, так сложилось, мы туда же и флаг передали наш, и шлейку передали, и кепку Сармата передали. Поэтому и приз будет там же находиться. Сармат как сила единения, Сармат как друга идеал. Бойцом и другом был по жизни, а после памятником стал. Эти строки сыктывкарки Елены Игнатовой выгравируют на памятнике псу-герою. Скульптор из Москвы уже приступил к его изготовлению. Если бы не конкурс, то Андрей Мухин бы уже давно отправился снова в зону СВО. Такое нужное дело, которое выполнял когда-то Сармат, теперь продолжит черкес, что в переводе означает «воин». Игривый пес уже знает много команд. Черкес, садись, сядь, проси у меня, проси, еще проси. Недостаточно попросил, проси, еще. Ну, ладно. Андрей Мухин готовит молодого пса к поездке на спецоперацию. Если у Сармата было больше охранных способностей, то у черкеса поисковых. Запах взрывчатых веществ он уже знает. Да и самих взрывов не боится. Дарья Вологжанина, Олег Костромин, телеканал Юрган.